Здравствуйте, с вами журналист Олег Жилнин. И это передача «Другие новости». Мы снова поговорим о сдаче в эксплуатацию первой школы города Якутска. Выражаю большую признательность новому главе Якутска за то, что он откликнулся на просьбу директора школы Таисии Гороховой и обратил внимание окружной администрации на проблемы новой школы. С инспекцией состояния нового здания прибыла заместитель главы города Якутска по социальным вопросам Ольга Яшина. Вместе с представителями строительной компании и службы государственного заказчика Якутии они осмотрели новую школу. Директор школы указала на недоделки строителей, в частности, на отсутствие ограждения вокруг школы, необходимого для обеспечения антитеррористической безопасности детей согласно федеральному законодательству. Там четко написано, что ограждение должно быть, и оно должно иметь определенные даже размеры. Четко все прописано. Разговаривали с Дмитрием Дмитриевичем Ивановым, замгенерального директора службы госзаказчика Республики Саха-Якутия. Он сказал, что забора не будет, потому что в проекте, этого забора нету. Тоже очень странно. Они, когда выступали в роли заказчика, они должны были знать, какое законодательство работает в тот период, когда вводится новый объект. Какая-то позиция странная службы госзаказчика Республики Саха-Якутия. Те вопросы, которые возникают, которых не должно быть на самом деле, да, почему-то игнорируются, и все это преподносится, что проект прошел госэкспертизу, и, этот проект, он совершенный. Так должно быть, потому что проект такой, несмотря на то, что это не соответствует проектным решениям. Почему-то объясняют, что это все будет устранено в рамках строительных гарантий. Надо делать изначально, не ратуя и не думая, что строительные гарантии, решат все вопросы. Надо делать изначально качественно. Меня как журналиста заинтересовала позиция государственного заказчика Якутии. Недавно глава Якутии на встрече с председателем правительства России говорил о вводе первой школы к 1 сентября. Однако школа еще даже не прошла комиссию на предмет ввода здания в эксплуатацию. Я представляю некоторые факты, которые объясняют поведение директора первой школы. В январе 2021 года состоялось торжественное открытие детского сада «Звездочка для детей с ограниченными возможностями» в 203-м микрорайоне Якутска. Но учреждение фактически не начало работу из-за выявленных в ходе строительства недочетов. Застройщик устранял нарушения 13 месяцев. При этом здание еще не было передано городу, что требовало дополнительных процедур. Оформление передачи, документов и получение лицензии на образовательную деятельность. А в прошлом году, осенью 2025-го, в селе Заречном Алекминского района Якутии торжественно открыли новую школу на 60 мест. Однако спустя почти полгода выяснилось: у здания нет разрешения на ввод в эксплуатацию, нет санитарно-эпидемиологического заключения, а лицензию на работу школа не переоформила. При этом детей уже перевели в новое здание и вели занятия. Прокуратура Алекминского района возбудила дело в отношении директора школы село Заречное. 24 апреля этого года суд признал директора школы виновной в осуществлении деятельности с нарушением лицензионных требований. Директор школы, заслуженный учитель, вину признала. Она пояснила, что оформление документов входило в зону ответственности заказчика, администрации Алекминского района, а также были сложности с подрядчиком, находившимся под следствием, что привело к задержкам с подписанием бумаг. Кроме того, в июне 2026 года в Алекминском районе в суд направлено уголовное дело о хищении бюджетных средств при строительстве этой школы. Получается, директор школы, заслуженный работник образования Якутии, из благих побуждений подписала документы, взяв ответственность на себя. Хотя в данной ситуации ответственность должна была нести администрация Алекминского района как заказчик. Но остается вопрос, кто будет отвечать по гарантии построенного объекта.
Подрядчик несет гарантийную ответственность в течение 5 лет, но он под следствием и, вероятно, станет банкротом. И все обнаруженные недоделки будут исправляться за счет муниципального образования Алекминский район, а значит, и Министерства образования Якутии. Теперь понятно, почему директор первой школы города Якутска не подписывает никаких документов и борется за устранение недостатков в строительстве. Таисии Николаевне Гороховой, заслуженному педагогу России, пришлось выдержать серьезное давление со стороны бывшего главы города Якутска Евгения Григорьева и управления образования города Якутска, вплоть до увольнения, которое было отменено через суд. Благодаря поддержке родителей школы, педагогического коллектива и Общественного народного фронта Якутии. Я благодарю за поддержку директора школы, родителей и учителей данной школы. Правда, уже понятно, что новая школа не готова к новому учебному году. Но нужно сделать все, чтобы она была готова хотя бы в текущем году. На следующей неделе только они вот будут комиссионно проходить ввод объекта. То есть по настоящее время, на сегодняшний день, объект не введен и не принят. Я думаю, что доля ответственности, она в любом случае, она придет, и каждый будет отвечать за свои дела и поступки. Школа – это стратегический объект государства, и это надо понимать. И безопасность детей, как говорит президент Российской Федерации Владимир Владимирович, это должно быть во главу угла. Хочу обратиться к строителям и службе государственного заказчика Якутии. Не забывайте, что вы в первую очередь родители, и школа строится для ваших детей. Глава городского округа город Якутск Дмитрий Дмитриевич Садовников встретился с предпринимательским сообществом в столице Якутии. Встреча с главой городского округа город Якутск объединила представителей различных деловых кругов, включая Торгово-промышленную палату Якутии и общественную организацию «Деловая Россия». В работе совещания приняла участие уполномоченный по правам предпринимателей в Якутии Альбина Кычкина. Мэр Якутска представил нового заместителя Евгения Пермякова, который будет курировать вопросы развития сельского хозяйства, торговли и предпринимательства. В своей вступительной речи глава города очертил основные направления предстоящего взаимодействия с бизнес-сообществом. В ходе свободного диалога предприниматели подняли ряд актуальных вопросов и внесли предложения по улучшению деловой среды Якутска. Координационный совет по предпринимательству при главе республики затронул темы нестационарной торговли, муниципального реестра контрольных мероприятий, использования туристического налога и льготной аренды общественных пространств, в частности, для обустройства теплых остановок. Обсуждались также меры поддержки народно-художественных промыслов, формирование имиджевого совета, легализация бизнеса, противодействие нелегальной занятости, увековечивание памяти купцов-меценатов, регулирование продажи алкоголя и улучшение дорожной инфраструктуры для грузоперевозок. Мы с новой командой окружной администрации города Якутска надеемся, что мы сработаемся, надеемся, что мы по всем вот этим вопросам, наверное, проведем некоторые совещания. Есть прозвучали, например, некоторые вопросы, которые уже в обращении у меня, которые уже на рассмотрении. Мы направляли запросы, и где-то мы уже начали работу, где-то мы просто еще не закончили эту работу, а вопросы все равно остались. Так что надеемся на продуктивное и хорошее взаимодействие. Представители Ассоциации туристической индустрии Якутии предложили создать комплексную систему туристской навигации, учредить муниципальный туристско-информационный центр и возобновить сотрудничество с городом-побратимом Харбином. Сегодня я инициировала создание имиджевого совета при главе городского округа город Якутск, чтобы это был совет не клуб пиарщиков, да, а именно действующий инструмент для экономического развития города. Да. Почему? И кто туда должен входить? В первую очередь, где-то вот я предложила 60% это представителей туризма, сферы торговли, общепита, IT, креативной индустрии, да, и, соответственно, и блогеров, это тоже важно, да, и 40% это профильные, отрасли, кадры окружной администрации города Якутска, потому что мы должны научиться слышать друг друга, а не
только так получать уже готовое, да, готовое решение, и где не учтены своевременные какие-то идеи или же интересы нашего сообщества. И второе, это, конечно же, у нас в городе Якутске был круглогодичный экспоцентр, чтобы круглогодично любой гость и житель Якутии мог получить доступ напрямую к местным производителям. Дмитрий Садовников, как глава городского округа город Якутск, высказал свое мнение по каждому заданному вопросу и взял их на рассмотрение. По итогам встречи он распорядился провести отдельные совещания с представителями каждого сектора бизнеса для детальной проработки поднятых вопросов. Дмитрий Дмитриевич сегодня показал тем, что он внимательно слушает, обрабатывает информацию и готов к открытому диалогу, чего раньше не было у других мэров. Они не хотели общаться с бизнесом, а это, не успев принять город, не успев окунуться в предпринимательские какие-то проблемы и вопросы, все-таки совершенно другая работа была, да? Не побоявшись без вопросов, без повестки собрать нас, именно опору России, деловую Россию, торгово-промышленную палату, ассоциацию гостеприимства, и, выслушав, ответить на наши вопросы, то есть показать, что он в курсе все-таки всех наших проблем. А наши проблемы – это и городские проблемы тоже. Почему? Потому что каждый третий рубль – это наш предпринимательский. И чем больше будет этих рублей в копилку бюджета, тем краше и лучше будет город Якутск. И вот этот мостик мы сегодня установили. Еще через месяц, а за этот месяц мы подготовим уже поручение и предложение, как нам выработать этот механизм совместной работы, на что обратить в первую очередь внимание, на что во вторую, а может быть что-то переложить и на будущий год. И вот только вот в этом альянсе администрации и предпринимательства мы сможем сделать большие дела. Только тесное взаимодействие предпринимателей и городского округа город Якутск смогут столицы Якутии сделать лучше. Смотрите передачу «Другие новости» на телеканале «Россия-24» каждый четверг и воскресенье. В четверг 13:15, в воскресенье 19:30. С вами был Олег Желнин. До скорой встречи!